Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Дебальцево. Евгений Чичваркин о жизни в Лондоне и будущем России. Эксклюзивное интервью с опальным российским миллионером. Места в университете и бесплатная помощь психолога. Датский вариант реабилитации бывших террористов. Как обычно, начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В Харькове день траура. В воскресенье во время мирного шествия в память о погибших героях Небесной Сотни и АТО прямо в колонне людей произошел взрыв. Эксперты установили, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. 2 человека погибли на месте, 1 скончался сегодня в больнице, по меньшей мере 11 ранены. В результате совместной операции СБУ и МВД задержали 4 подозреваемых, у них изъяли оружие. Аналогичный теракт, как сообщил президент Украины Петр Порошенко, предотвратили в Одессе. Между тем, в руководстве антитеррористической операции заявляют, Украина стала полигоном для российской армии. В селе Широкино, близ Мариуполя, Донецкой области, боевики испытывают новый вид так называемого негуманного оружия. Снаряды разрываются над землей мелкой шрапнелью, что увеличивает зону поражения и приводит к мучительным ранениям солдат. Боевики, непризнанные ДНР, продолжают наращивать силы в направлении Мариуполя. Об этом сообщает наш корреспондент в зоне АТО Аскольд Серко. Бойцы батальона «Днепр-1» отправляются на помощь к своим товарищам на передовую в село Чермалык. Оттуда сообщили про нетипичный минометный обстрел с разрывами в воздухе. Добровольцы едут разобраться на месте. С собой крупнокалиберный пулемет, боекомплект, электрогенератор и свежие припасы на кухню. Мы знали, видели, что там находится наблюдатель противника. Но когда туда вышли военные, они были обстреляны. Похоже, был снайпер. Адекватно отреагировали, снайпер ликвидирован. А вот такой смертоносный металл прилетает из-за речки Кальмиус. Там стоят боевики так называемых ДНР, ЛНР. Мины стреляли по тому берегу. Похоже, что разбрасывали кассеты, минировали тот берег. То есть запускали вверх мины, они разбрасывали кассетные ловушки. Машина разгружена, добровольцы возвращаются на базу. На следующий день история с разрывами в воздухе снарядов пророссийских боевиков повторяется уже в селе Широкино. Мельчайшие осколки изрешетили машину и заставили украинских офицеров призадуматься. Ранее ни с чем подобным они не сталкивались. Осколок снаряда, который применялся против наших войск. Ромбовидные готовые элементы, которые уже показывали журналистам. А вот эти осколки были извлечены из автомобиля, из обшивки автомобиля, из металла. По словам полковника Шедлюха, украинская армия в Широкино на артиллерийский огонь отвечает пока что только из стрелкового оружия, поскольку соблюдает Минские соглашения. Аскольд Серко, «Настоящее время» из Чермалыка и Мариуполя. Давка в очереди за гуманитарной помощью. Красный Крест доставил первые пакеты с продовольствием в Дебальцево Донецкой области. Город практически стерт с лица земли недавними многодневными боями. Оставшиеся в Дебальцево местные жители начинают выходить из подвалов на улицы. Ребята, дайте одну. На протяжении месяца, пока сепаратисты пытались взять Дебальцево, в городе были перебои с водой, продуктами и электричеством. После прекращения боев сотрудникам Красного Креста удалось войти в Дебальцево с гуманитарной помощью. Сейчас люди выстраиваются в центре города в очереди за едой. Местные жители вспоминают, как прошли последние недели. Ад кромешный. Уже месяц, немытые, холодные, ни хлеба у нас нет, ничего у нас нету. Украинские войска покинули Дебальцево. В прошлую среду город полностью перешел под контроль сепаратистов. Несмотря на то, что в ночь на 15 февраля на юго-востоке Украины вступил в силу режим прекращения огня, представители непризнанной ДНР заявили, что на Дебальцево условия перемирия не распространяются, поскольку город является частью их территории. После ухода украинских солдат на улицах осталась сгоревшая военная техника. Местные жители, привыкшие за последние недели к ежедневным артиллерийским обстрелам, наконец смогли покинуть подвалы и укрытия, где прятались от огня. Плохо мы. Последнюю ночь еле пережили. И дом дрожал, и мы дрожали, и все сотрясалось. Вот так мы жили.
В мирное время население Дебальцева составляло 27 тысяч человек. После начала боев большинство из них покинули город. Екатерина Кочкина. Настоящее время. И сейчас о том, когда начнет выполняться основной пункт Минского договора нормандской четверки от ведения сторонами вооружений. Украина начнет убирать артиллерию лишь после прекращения боевиками огня, причем по всему фронту, об этом сообщают в Генштабе. Боевики же ДНР, заявляя о согласовании с Киевом плана отвода, отмечают, он должен начаться завтра и окончиться не позже, чем через 2 недели. Спустя год после расстрела мирных демонстрантов в Киеве расследование тех событий практически не сдвинулось с места. Установить все обстоятельства кровавых дней спецслужбы не могут. По их признанию, многие документы были просто уничтожены. Но украинцы никого не забыли. О революции достоинства вышел новый фильм. Моя коллега Екатерина Кочкина поговорила с одним из его авторов, активистом движения Евромайдан СОС, правозащитницей Марией Томак. Этот фильм, он как раз о 20 февраля, о утренних часах, когда были расстреляны около 50 людей вот за это короткое время. Вот, расстреляны из автоматов Калашникова и снайперских винтовок. Этот фильм, он подготовлен нами, Евромайдан СОС, Украинская Хельсинская ассоциация по правам человека, потом Укрлайф ТВ. Ну, в общем, это такая кооперация, я не буду всех перечислять. Вот, но... А это фильм расследования или это воспоминания людей? Что это? Это попытка... Вот мы его начали делать сразу же. Большинство интервью, которые мы записывали с участниками этих событий, с пострадавшими, с медиками на Майдане, это интервью были записаны сразу после событий. На расследование мы не претендовали сразу, потому что, ну, собственно, как бы расследование требует определенных... То есть 90% доказательств были уничтожены. Это оружие, это документы, которые вот позволяли бы установить связь между бойцами там, и оружием, например. Мы понимаем, что там принимали участие не только люди, которые, возможно, являлись или являются работниками правоохранительных органов. Было понятно, что очень много мифов, и мы бы не хотели, чтобы это превратилось в какой-то такой, знаете, вот, набор конспирологических теорий. Но вообще что-нибудь удалось узнать, какую-то новую информацию почерпнуть? Вот новую нет, но скорее воссоздать картину удалось. Да? То есть, и в принципе мы не рассчитывали на то, что нам удастся понять, кто стрелял. Вот. Мы рассчитывали на то, что мы сделаем фильм о тех событиях для того, чтобы всякий раз напоминать о том, что вот мы должны добиться, чтобы это расследование произошло. Нет официальных результатов расследования, нет людей, которых суд признал виновными. Под следствием находится, в заключении находятся 2 людей, бывшие работники Беркута. Вот, но это исполнители. Во-первых, это не все, во-вторых, это исполнители. А вот сейчас есть ли какие-то уже успешные результаты расследования? Из успехов это то, что я сказала, то есть несколько людей задержаны по подозрению в участии в расстреле 39 людей на Институтской. Ну, как бы вот, собственно, и все успехи. Ну и опять же, было заявление главы СБУ о том, что, оказывается, вот были на Майдане снайперы, которых координировал господин Сурков. Но я об этом впервые слышу. То есть о российском следе, кстати, много говорили и говорят. Он не был подтвержден пока никаким образом. То есть это пока что тоже, опять же, остается каким-то вот таким предметом конспирологии. Ну вот я не знаю, мы будем тогда ждать, когда эти доказательства представят общественности, потому что это на самом деле... Это на самом деле вот, может повлиять на восприятие того, что дальше происходило. И мне в этой связи остается добавить, что председатель СБУ Валентин Наливайченко пообещал с разрешения следователей начать поэтапно предоставлять доказательства причастности помощника президента России Владислава Суркова к управлению группами ФСБ в Киеве во время Евромайдана. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. У коллег другие темы. В Женеве встреча по иранской ядерной программе. Диалог тяжело идет. Иран пригрозил покинуть переговоры. Наташа, в чем природа разногласий? Почему достичь компромисса так важно и именно сейчас?
Да, Сергей, американские и иранские переговорщики встречаются в Женеве третий день подряд. Стороны пытаются преодолеть разногласия, чтобы представить рамочное соглашение по ограничению ядерной программы Тегерана к марту. Иран торопится добиться отмены санкций. Задача Вашингтона замедлить реализацию программы настолько, что если Тегеран все же решит нарушить обещание и обзавестись ядерным оружием, производство достаточного количества обогащенного урана или плутония должно занять как минимум год. А за это время предполагается, что международное сообщество успеет отреагировать. Крайний срок для достижения окончательного договора назначен на 1 июля. Когда Керри задали сегодня вопрос, как идут переговоры, ответ был лаконичным. Время идет, мы работаем. Между тем, давление происходит со всех сторон, в том числе со стороны Израиля на Америку. В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал потенциальное соглашение с Ираном опасным для его страны. Он добавил, что шокирован тем, что переговоры продолжаются, несмотря на отсутствие ответов на вопросы, поднятые Международным агентством по атомной энергии. 3 марта Нетаньяху планирует выступить в Конгрессе США, чтобы объяснить американским законодателям позицию Израиля по этой проблеме. Любопытный момент. Газета «Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня статью, посвященную усилению кибервойны между США и Ираном. Автор цитирует документ Агентства национальной безопасности и отмечает, впервые агентство слежения признало, что его атаки на ядерную инфраструктуру Ирана послужили началом цикла ответных действий и эскалации. Другая тема. По данным Европола, полицейской организации под эгидой Европейского Союза, свыше 5000 европейцев воюют сейчас в Ираке и Сирии под знаменами Исламского государства. Как сообщил в Вашингтоне директор ФСБ Александр Бортников, в рядах боевиков находится и 1700 россиян. Как остановить вербовку новых джихадистов и помочь вернуться к нормальной жизни тем, кто покинул поле боя? В Вашингтоне изучают опыт европейских стран. Александр Панов продолжит тему. Граждане европейских стран возвращаются домой с боевых полей джихада, войны, объявленной ИГИЛ, Аль-Каидой и другими террористическими организациями. В Европе нет единого рецепта и общей правовой базы, как поступать с этими людьми, большинство из которых моложе 25 лет. Мэр Лондона Борис Джонсон ставит возвращенцам ультиматум. Вам должно быть предельно ясно, вы будете немедленно арестованы, если не представите доказательств, чем занимались в Сирии и Ираке. А вот в полумиллионном Орхусе, втором по величине городе Дании, бывшие джихадисты получают места в местном университете, бесплатную помощь психолога и социального работника, который выступает в роли ментора, наставника. Мэр Орхуса выступил на конференции в Вашингтонском институте ближневосточной политики. Датскому опыту реабилитации исламистов посвящены статьи в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». Любопытно, что программа СШП «Социальная помощь, школа, полиция» была создана в Орхусе еще в 2007 году для работы с неонацистами, болельщиками местного футбольного клуба. Исламские вербовщики стали сейчас гораздо более опасной угрозой для благополучной Дании, находящейся на втором месте в Европе по числу рекрутов ИГИЛ в пересчете на душу населения. 31 житель Орхуса отправился на джихад: турки, сомалийцы, палестинцы, датчане, принявшие ислам. 4 погибли, 17 вернулись домой. Кто оплачивает услуги врачей и менторов, деятельность родительских комитетов, обучение этих молодых людей в вузах? Это деньги налогоплательщиков. Та бюджетная часть, которая связана с молодежными программами. Но, конечно, есть спонсоры и пожертвования. Мы считаем, что эти люди должны получить второй шанс. Но не все. Сначала происходит собеседование, определяется степень риска, который они представляют для общества. Недавние атаки в Копенгагене заставили датское общество задуматься, не слишком ли оно либерально по отношению к проблемной молодежи из иммигрантских общин. Датское общество потрясено тем, что произошло в Копенгагене, но и тем, что случилось в Париже, Австралии, Америке, да по всему миру, там, где были теракты. Мы обеспокоены, но одновременно сфокусированы и хотим добиться успеха своей программой. В то же время на повестке дня стоит вопрос ужесточения законодательства в отношении террористов. Отставной генерал-майор Дуг Стоун руководил лагерями для пленных в Ираке, а сейчас работает в структурах ООН и активно участвовал в подписании в этом месяце Римского меморандума о реабилитации и реинтеграции бывших вооруженных экстремистов. Я с оптимизмом смотрю на вещи, но только в дальней перспективе. Я боюсь, что впереди нас ждет много смертей и убийств, и вербовки новых рекрутов. В некоторых странах это очень серьезная проблема. Надеюсь, что они выработают более активные подходы к этой проблеме. Мы знаем точно, что семьи, общины и целые государства, действуя сообща, могут снизить угрозу. Но произойдет это не очень скоро. Может, эта проблема не будет стоять перед нашими внуками. Только что завершившийся Вашингтонский саммит, собравший 60 стран, по мнению американского генерала, один из первых шагов на пути объединения усилий международного сообщества.
Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Политики нередко меняют облик, но президент России Владимир Путин перещеголял всех, утверждают сотрудники Вашингтонского института Брукинса Клиффорд Гедди и Фиона Хилл в своей книге «Путин. Оперативник в Кремле». Помимо постоянной смены костюмов, подводника, спортсмена, героя боевика и так далее, в личности российского лидера уживаются не менее 6 различных элементов, образов, усвоенных им в разное время. А именно борец за выживание, аутсайдер, оперативник, поборник свободного рынка, государственник и историческая личность. Книга впервые увидела свет 2 года назад, но сейчас авторы выпустили новое, дополненное издание. С Фионой Хилл беседовала наш корреспондент Юлия Савченко. Одним из открытий при работе над второй частью книги стало понимание того, что Путин очень плохо понимает США и другие западные общества. Это несколько парадоксально, в то время как можно предположить, что у Путина есть доступ к невероятным объемам информации. Плюс не стоит забывать его прошлое сотрудника разведки, способного работать с этими гигантскими объемами информации и анализировать их. При всем этом у Путина очень ограниченное представление о Западе. Не о внешнем мире, но именно о Западе. И рамки его анализа достаточно ограничены. Вот как авторы книги представляют себе видение Владимира Путина. Источники, которых мы проинтервьюировали в ходе работы, представили нам более полную картину того, насколько ограничено понимание Путиным Запада, его взгляд на мир через призму теории заговора. Он действительно верит в существование заговоров и секретных планов. И это не трюк для КГБ при подготовке отчетов, а искреннее видение мира, в рамках которого Запад представляет собой опасность. Другая тема. Бензин подешевел, авиакомпании наконец перестали жаловаться на низкие доходы. Более того, технический прогресс идет вперед, и нынешние пассажирские авиалайнеры намного надежнее, вместительнее и экономичнее, чем их предшественники 20 или даже 10-летней давности. Однако пассажирам почему-то от этого комфортнее не стало. Ежегодно авиакомпании получают в свой адрес миллионы жалоб на самые различные неудобства. От излишне жестких проверок в аэропорту до слишком неудобных кресел в салоне, не говоря уж о ценах на билеты. Куда движется авиационная индустрия? Разбирался Вадим Оленичев. Министерство транспорта США бьет тревогу. Число жалоб от авиапассажиров на плохое качество полетов в прошлом году подскочило на 18%. Только в министерство их поступило 15,5 тысяч. Касаются они самых различных аспектов авиаперевозок. Помимо хронических жалоб на тесноту кресел в салоне и задержки рейсов, пассажиры все чаще возмущаются всевозможными наценками. За что только теперь им не приходится доплачивать. За перенос даты полета, выбор места в салоне, полноценный обед, лишний или слишком громоздкий багаж, право зайти в самолет в первой партии, перевозку животных. Список можно продолжать бесконечно. По словам представителей авиаиндустрии, средств, сэкономленных за счет падения цен на топливо, не хватает для того, чтобы снизить себестоимость полетов. Авиакомпаниям приходится экономить на всех статьях расходов и в первую очередь бороться с могущественными профсоюзами. Они традиционно отстаивают для работников индустрии достойное жалование и льготы. В случае отказа руководства компаний профсоюзы объявляют забастовку, что часто происходит, например, в странах Западной Европы. Авиаперевозчики обычно реагируют на это повышением цен на билеты. За последние 8 лет подорожание авиабилетов опережало темпы инфляции на 15%. А это уже бьет по карману пассажиров. Получается заколдованный круг. Из-за дороговизны объем перевозок снижается, вместе с ним прибыли компаний, и они начинают ликвидировать рабочие места. С 2000 по 2009 годы работу потеряли 160 тысяч сотрудников авиакомпаний. Авиационная индустрия сейчас претерпевает изменения. Цены на горючее снижаются, но конкуренция растет. А значит, надо повышать рентабельность полетов. Чтобы этого достичь, нам приходится повсеместно урезать расходы. От зарплат сотрудников до сервиса для пассажиров. Аналитики в США указывают еще на один фактор, понижающий качество авиаперевозок. Это образование авиационных суперконгломератов. 12 лет назад в Америке было 10 крупных авиаперевозчиков, конкурирующих между собой. Сегодня в результате поглощения их осталось всего 4. На что же они тратят прибыли? По словам руководителей индустрии, в аэропортах стало больше новых терминалов, взлетных полос, да и число маршрутов увеличилось. Все это дорогостоящие проекты, но они не так бросаются в глаза пассажирам, как мелкие услуги на борту во время перелета. Все проблемы с ними решить, скорее всего, не удастся. Наверное, будущее поколение пассажиров будет более привычным к спартанскому стилю полетов.
Для тех же, кто предпочитает переплатить за лишний комфорт, всегда есть бизнес-класс. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Время передать слово коллегам в Праге. Сергей? Российские оппозиционеры и опальные бизнесмены, вынужденные жить в других странах, обдумывают будущее своей страны. Кто-то, например, как Михаил Ходорковский, активно комментирует последние новости с родины. Ну а кто-то, как Евгений Чичваркин, открыл в Лондоне новый бизнес-проект, продает эксклюзивные вина и не спеша строит планы о новой России. Последние новости о Чичваркине были связаны с Украиной, когда основатель Евросети звонил в Киев и предлагал свою кандидатуру на пост министра экономики. Не перезвонили, отмечал он потом. Мы же решили связаться с Евгением и спросить, как и чем он живет сегодня, сейчас. Эксклюзивное интервью нашей программе. Скажите, вы говорили, когда на вас открыли уголовное дело, вы говорили, что вас преследовали по политическим мотивам за то, что и вымогали деньги за то, что вы продали Евросеть. В 2012 году вы сказали, что уголовное дело было закрыто, и вы сказали, что можете вернуться в Россию. Вернетесь в Россию? Да, вернусь, наверное, в году 18 или 19. А что будет в 19-18 году? Надеюсь, что вернусь. Во всяком случае, нынешнее руководство страны совершает то глупости, то преступления, которые рано или поздно приведут к тому, что оно окажется за решеткой или его ждет судьба Муаммара Каддафи. Ну а кто, по вашему мнению, может противостоять этому всесильному, всемогущему Владимиру Путину, который практически руководит не только Россией, но и успешно ведет, как видимо, войну в Украине? Ну, когда на улицу выйдет 500 000 человек, а рано или поздно выйдет, потому что, в общем-то, жизнь никогда... если год назад россияне жили наилучшим образом за всю историю, то дальше оно пойдет только как бы вниз. Пусть это не будет радикальным, пусть это не будет какой-то катастрофой, да, голода и так далее, но тем не менее люди начнут жить хуже, а они привыкли, что они живут все лучше и лучше. Но ведь большая часть России, как я понимаю, в эти деревни, которые опустошенные, где на самом деле иногда и газа нет, и дороги ужасные, вот это же тоже Россия. То есть то, что выйдут 500 000 человек на улице, вряд ли что-то изменит по всей этой огромной стране. Да, изменит, конечно. 500 000 человек изменит. Скорее всего, это будет подтолкнет дворцовый переворот. Потому что элиты также боятся и не любят Путина. И когда возникнет вопрос о том, жить им дальше или не жить, то проще устранить единственный источник своих проблем и единственный источник своих опасений. Это, соответственно, Путин и партия войны, которая совершает, по сути, я процитирую Белковского, самоубийство вместе со страной. Также и здесь, то есть он видит, что нашей стране, к сожалению, нечего предложить. У нас некомфортная, свободная, красивая, веселая жизнь. Это массовая истерия, страхи, психозы. По телеку показывают все время совершенно какую-то чудовищную геббельсовскую пропаганду. Появилась информация о том, что очень много богатых русских уезжает из России, вывозят свои деньги. Вы, как человек, живущий в Лондоне, почувствовали это? Видимо, все равно, скорее всего, к вам обращаются люди, которые хотели бы уехать или приезжают в Лондон для того, чтобы остаться там жить. Вот, новые лица заметны, они появляются. Скажем, появилась там такая прослойка людей, на которых не заведены никакие уголовные дела, которым ничего не угрожает. Они просто решили уехать, потому что понимают, что нет перспектив с той властью. Опять-таки, зависит от войны в Украине, зависит от того, как Запад себя поведет. В принципе, Запад может остановить войну в Украине за несколько дней, и у Путина будут огромные репутационные потери внутри страны.
Вы знаете, я разговариваю с вами, вы живете в Соединенном Королевстве уже 7 лет, и мне такое ощущение, что душа ваша в России. Вы предприниматель, довольно успешный, вы сделали очень много денег в России. Зачем вам политика? Вы занимались политикой, мне такое ощущение, что вы бы согласились заниматься ее и дальше. Зачем вам это? Моя душа в России, я бы хотел жить и работать в России, потому что, в общем, где родился, там и пригодился. Полную версию интервью Евгения Чичваркина смотрите на сайте нашей программы KarenTime.tv. Сейчас вновь передаем слово в Вашингтон. Коллеги, эфир ваш. В Лос-Анджелесе вручили «Оскаров». Фаворитами Американской киноакадемии в этом году стали фильмы «Бёрдмен» и «Отель Гранд Будапешт». Они получили по 4 золотых статуэтки. В Лос-Анджелесе в кинотеатре «Долби» прошла 87-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Лидером этого года стала картина Алехандро Иньярриту «Бёрдмен». История забытого актера, который некогда играл супергероев, а теперь пытается возродить свою карьеру на Бродвее. «Бёрдмен» был признан лучшим фильмом, а также получил еще 3 «Оскаров» в категориях «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая операторская работа». Соперником Бёрдмена стал фильм «Отель Гранд Будапешт». Он также победил в 4 номинациях: «Лучшие костюмы», «Лучшие декорации», «Лучший макияж и прическа», а также «Лучшая музыка к фильму». Известного физика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» принесла Эдди Редмейну Оскара за лучшую мужскую роль. Джулиан Мур победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Все еще Элис», где она играет страдающую болезнью Альцгеймера женщину. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Патриция Аркет. Она сыграла мать-одиночку в фильме «Отрочество». Своего первого «Оскара» получил Джей Кей Симмонс за мужскую роль второго плана в фильме «Одержимость». Этот фильм также получил «Оскаров» за звукорежиссуру и монтаж. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий получил Грэм Мур за работу над фильмом «Игра в имитацию» о работе дешифровальщиков Второй мировой войны над взломом немецкого кода «Энигма». Лидер по кассовым сборам в США «Американский снайпер» получил «Оскара» за лучший монтаж звука, а «Интерстеллар» за лучшие спецэффекты. Лучшим документальным фильмом был признан фильм «Citizen 4» об Эдварде Сноудене. В борьбе за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» российский «Левиафан» Андрея Звягинцева уступил киноленте «Ида» польского режиссера Павла Павликовского. Вчера в Вашингтоне и Нью-Йорке с опозданием в 2 дня традиционными праздничными шествиями отметили китайский Новый год. Праздник приходится на зимнее новолуние и отмечают его красиво. Дома украшают новогодними картинами с пожеланиями счастья, запускают хлопушки для изгнания злых духов, а на улице устраивают танцы львов, пляски драконов и тому подобное. В этом году, правда, возникло некоторое недоразумение. Чей, собственно, год наступил – овцы или козы? Китаисты говорят, что в китайском языке иероглиф «ян» можно толковать как рогатое животное любого рода, так что выбирайте, что вам больше нравится. Хотя надо заметить вообще, что при нынешних необычных холодах дословный перевод названия лунного Нового года «Чуньцзе» – праздник весны – может показаться достаточно ироничным. На этом наша программа подошла к концу. Заходите на наш сайт, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, а мы благодарим наших коллег из Праги и прощаемся до завтра. А мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей также. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.